Вопрос такой, как в моменте растворять страх? А, ну, это такая практика уже. Например, знаю, что позвонят с работы с нехорошей новостью. Ну вот. Сразу вопрос, зачем ты знаешь, что тебе позвонят с нехорошей новостью? Ты уже знаешь, ты уже себе придумала. Начинается работа, чтобы не нужно было растворять в моменте уже созданный страх, то есть созданную программу, созданную идею. Нужно в обычной жизни уметь замечать курсивный диалог. Как, допустим, ты создаешь идею. Вот ты пишешь, ладно, потом я пройдусь по твоим комментариям, там написала, да? То есть ты уже знаешь. Мы сейчас опираемся даже просто на то, что ты знаешь, что тебе позвонят с нехорошей новостью. И ты эту мысль крутишь, да, каким-то образом. Она у тебя крутится, ты уже создаешь определенную программу, которую ты ждешь. Соответственно, у тебя возникает страх. И первое, с чем нужно работать, это не создавать внутренний диалог по поводу любых ситуаций. Начать с самых маленьких, простых вещей, там, с самых бытовых. То есть, кто такой я, кто такие люди вокруг меня, как ты формируешь отношения к этим людям, как ты формируешь любые понятия, даже простые элементарные вещи, когда ты идешь по улице, допустим, в парке гуляешь, у тебя постоянно описание какое-то там, не знаю, трава зеленая, там какая теплая погода, какое солнце там, как оно светит. У тебя постоянно возникает внутренний диалог по поводу того, что видится органами чувств, да, и ты постоянно находишься в этом описании, постоянно вот эта вот потребность описывать, как бы шаблонить. Это ты создаешь свой внутренний мир. И вот когда ты учишься с этим работать, Если не тебя хорошо, создавать. допустим, наливать, покорми себя, потом души. Ой, не слышно, наверное. Не поняла, вопрос был или что, Олесь? Так, если кто-то ничего не спрашивает, выключайте просто звук, чтобы не было постороннего шума. Потом подключайтесь, когда хотите вопрос задать. Ага, я продолжу. То есть пребывание в тишине внутренней, такое пребывание в внутренней пустотности, во внутренней тишине. Идешь по улице, идешь по парку и просто созерцаешь, не позволяешь рождаться диалогу, а что это, потому что это порождает сравнение, это порождает вот это вот постоянное умственное радио. И когда эта практика уже такая устаканится, должна быть прям, ну, практика каждый день. Должна успевать замечать, как у тебя выскакивает болталка вот эта вот, болтун, вот. И когда научишься этого болтуна не создавать, то у тебя просто будет по моменту самые верные реакции, не будет возникать, уже не потребуется как бы работать со страхом, потому что страх это уже ты знаешь. То есть просто так страх не возникнет. Перед страхом есть какая-то мысль. Мысль, ты уже ее где-то прокрутила, создала, услышала, она уже у тебя сидит и ждет. И когда возникает страх, все, это та же мысль. То есть, чтобы страх не в моменте не растворять, нужно мысли не создавать. Нужно вовремя отпускать диалог. Даже если появился дискурс в голове какой-то, оценивающий, описывающий что-то, нужно вовремя любыми средствами успевать его замечать. И тогда тебе не потребуется уже в конце, грубо говоря, ты в ситуации, вот что с этим делать. То есть уже целый пласт, уже целая история. Кто там пишет? Олеся пишет. Вот, Олеся пишет, точно мысль, что я без этой работы сдохну. Вот и смотришь, да, вот и смотришь в эти мысли. То есть человек тебе, допустим, сказал, что мы тебе позвонили с плохой новостью, так что ли сказали? Ну, у кого что плохая, да? То есть как ты в этой ситуации присутствуешь? Где ты в этой ситуации? Как кто вот ты в этой ситуации? То есть как ты оказалась внутри этой ситуации, как тот, у кого что-то будет плохое. То есть начинаешь смотреть, то есть что ты создаешь. Ты создаешь постоянно мыслями. И потом все, у тебя страх. Хорошо. Все. Сказали, что позвонят, пусть звонят. То есть приучай ум смотреть ясно, но чтобы появилась ясность, должна вот эта работа быть, постоянное смотрение в ум.
То есть ты начинаешь смотреть в его игры, да, чтобы ясность пришла, тебе звонят и говорят, или там пишут, там, мы тебе позвоним, все, позвоним. Откуда здесь что? Не приклеивать лишнего, позвонят, позвонят. Не создавать вокруг того, что происходит, дополнительно каких-то своих описаний, доводов. Этим же ум занимается. Сказали, позвонят, окей, позвонят, все. Где здесь что еще? Сказали, позвонят с новостью, все. Но тут же вмешивается кто? Болтун? Ага, какая новость? А с чем? С какой новостью они мне позвонят? А что они мне могут сказать? И все, и поперло вот это вот. Все, пошел мысленный понос. Вовремя его нужно видеть, замечать, и твое видение должно позволять этому просто дальше не идти. Видение должно обладать мощной силой. Мало видите это, что некоторые видят, но продолжают как бы делать. Оно происходит, я вроде как вижу, но оно делается. То есть тенденции живут. Видение должно обладать силой растворения. Чтобы эта сила растворения пришла, это нужно вот всегда в мелочах отслеживать, смотреть, да, куда тебя ум все время тащит, где он все время приклеивает ненужные описания, которые вообще даже здесь, вот, если даже позамечать, что творится в голове, столько творится того, что в принципе даже вот никогда не произойдет. Зачем? Сразу задаешься вопрос, для чего это, кто это придумывает, кто это создает какие-то мифы в голове. Все, и постепенно должно быть такое уже, что не хочется этого, не надо, это мусор. И тогда все не потребуется тебе. Новость, позвонят, окей, пускай звонят. Потому что если же они позвонят, они же уже позвонят, они же уже тебе скажут новость. То есть это уже есть, понимаешь? Ты уже все. И твои мысли по этому поводу, они абсолютно даже абсурдны. Даже такое понимание должно помогать не создавать чего-то там дальнейшего. Есть звонок, есть новость, она уже есть. Все. Маша, привет. Слушай, ну вот про практику, вот то, что я спрашивала, вот ты сказала, что практика Рамана Махарши, да, и вот просто практика остановления мыслей, да, когда ты задаешь себе вопрос, то есть, по сути, не важен какой вопрос, да, то есть суть в том, что ты останавливаешь, как бы, вроде как и нельзя же остановить полностью мысли, да, то есть ты останавливаешь на какой-то там... Ты дискурс останавливаешь. Ты грубый Да, ум то есть... останавливаешь. Грубый. Угу. То есть ум это такая большая, очень объемная штука, она обладает разными качествами. То есть самый поверхностный ум, самый грубый ум – это дискурсивный ум. Это вот где ты сама себе постоянно объясняешь что-то там в голове, с кем-то разговариваешь, диалог какой-то такой, я сделаю то, пойду туда, сюда, а это так, сказал, это так. Это грубый ум, это проявление. Ум, это творческая энергия, он просто колоссальный, он многогранный, то есть он из пустоты буквально сотворяется какая-то энергия, какие-то формы и мысли тоже оттуда же. Но мы привыкли его считать ум как именно диалог, да, как грубый. Вот мы говорим про грубый ум, то есть не создавать вот диалога вот этого лишнего, ненужного, потому что он тебя больше и больше вот эту плотность запихивает. То есть ты плотнее, ты все время вот в этих мыслях, и все кажется, что это я. И ты все время там, вот как бы в этой грубой форме. И нет способности в глубину посмотреть. Потому что все время грубые мысли, все время говорят. Ты как знаешь, вот, допустим, одновременно есть тонкое что-то, какой-то тонкий запах, да, и, грубо говоря, какой-нибудь грубый запах. И ты тонкий не слышишь, потому что грубый перебивает, но оно одновременно есть. И чтобы вот это одновременно ощущать, ты раз, и как бы внимание должна переключать. То есть от грубого уйти и переключиться на тонкое. Пока ты в грубом, остальное не замечается. Очень часто даже, просто вот пример, допустим, что-нибудь болит, там что-нибудь там, я не знаю, допустим, зуб болит, или что-нибудь другое, неважно. Болит, да, ты сфокусирован, боль, что болит. Потом раз такой берешь себе, тресь там кувалды, примерно, я шучу, конечно, тресь там себе по пальцу, да, все, ты забудешь про зуб моментом, потому что более грубое ощущение тебя утащит. И ты уже не чувствуешь то, что ты ощущал. Твоя проблема просто слетит, как мыльный пузырь. И вот так вот мы постоянно в грубом уме, то есть не замечая
чего-то тонкого. И вопрос, кто говорит, ты просто как бы раз и позволяешь себе встрепенуться, поймать тишину и не позволять дальше диалогу развиваться. Ведь именно он же, вот отсюда все ноги растут, отсюда ты уже воюешь, отсюда ты уже там в позе, отсюда ты уже пошел по сансаре. Вот, здесь ты не можешь быть в ясности, здесь ты постоянно ведом этими тенденциями, которые ты позволяешь себе, которым ты позволяешь жить. Вот. И раз ты такая вопрос задаешь, а кто это? И хопа, такой момент пустоты, да, возникает, тишины в голове. Потом ты можешь уже не задавать этот вопрос себе. Потом ты просто замечанием, уже вниманием, раз такая увидела, что-то там опять какое-то уплыла, и все. И вот это видение мгновенно останавливает. Сейчас еще одного участника приму. Сейчас посмотрю, Олеся пишет, когда видишь свой порог, например, чувствуя, когда не хочешь что-то отдавать, но понимание есть, что это страдание, и лучше сейчас от этого уйти. Но есть нечестность, хочется наслаждаться, как быть, доставать свой меч и рубить, когда видишь свой порог, например, чувствуя, когда не хочешь что-то отдавать. И понимание есть, что это страдание, и лучше сейчас от этого уйти. Лучше отдать. В такой ситуации лучше отдать. Если ты что-то зажилила такая, и все, и такая скукожилась, отдай. Все, и посмотри, что с тобой будет. Очень просто. Здесь даже меч не нужен, здесь просто нужно отдать, и все. Там, не знаю, ну что там, ну что-нибудь. Что-то, книжку там любимую или что-то еще. Отдай. И ты избавишься от этого чувства. Все. Сделай то, что ты не привыкла делать. Это очень хорошая практика. Ты таким образом привычные тенденции ума разбиваешь. Потому что ты их как бы создала, они в тебе живы, и они периодически высовывают свои рожки. А тут ты раз такая, все, отдаю, мне не надо, я чист. Ты как бы избавляешься от этого. Вот. То есть это имеется в виду на каком-то удовольствии зависло, да? Но Леся спрашивает, когда видишь свой порог, например, чувство, когда не хочешь что-то отдавать, но понимание есть, что это страдание. Да, то есть ты когда что-то не хочешь отдавать и страдаешь. Ты же, конечно, страдаешь, ты же, мое, все, ты же прям, ты скукожился. И понимаешь, что лучше от этого уйти. Но есть нечестность, конечно, нечестность. То, что не хочется отдавать, и уходить не хочется. Хочется наслаждаться. Ну, тут столько много вопросов. Хочется наслаждаться. Чем наслаждаться? Как быть? Наслаждаться тем, что не хочется отдавать, наверное. Наверное, к этому относится. Ну, просто, говорю, отдать и все. Попробуй посмотреть, что будет. Видишь, сколько много вопросов вокруг чего-то. Есть просто ситуация, она простая всегда. Раз и чувство какое-то. Ой, не хочу. А все вокруг этого чувства уже какое-то пошло там. Наслаждаться, не наслаждаться. Просто взять, отдать. И посмотреть, какие будут ощущения. Попробовать, по крайней мере, попробовать. Увидела? Увидела, хорошо. По крайней мере, попробовать, это нужно поделать, это как практика. То есть ты как бы видишь свои привычные склонности. Тенденции ума – это склонности. Что-то не отдавать, там, не знаю, жадничать или что-то еще. Не знаю, к чему это относится, к чему вопрос был. Или там еще что-то. Попробовать делать не так, как ты привыкла. Это такая хорошая практика. В традиции магов у Кастаниды она очень такая хорошо развита. Ты таким образом привычную личность, которую ты создала, образ себя, ты ведь его создала из вот этих всех «хочу, хочу, хочу» или «не хочу, не хочу, не хочу», «мое, мое, мое», он у тебя плотный стал. А чтобы сделать его не плотным, а немножечко дальше пойти, надо наоборот поделать то, что ты не привыкла делать. Олеся пишет, это мой девиз на данный момент делать не так. Ой, как сложно. Да, это сложно, потому что ты привык. Конечно, сложно. Но если есть готовность, что ты понимаешь, что это затемнение, и тебе не хочется затемнения. Ты когда понимаешь, ты когда почувствуешь вкус чистоты, внутренней чистоты, тебе не захочется с затемнениями вот этими сидеть. И когда оно будет появляться, это затемнение,
в виде там не хочу отдавать, или ты прям с радостью отдашь. Вот прям отдашь, чтобы просто вот было чисто. Потому что пока нету опыта других состояний, кажется, что что делаю, что не делаю, вроде все одно и то же. Но когда появится опыт, хотя бы по чуть-чуть, по крупице, и потом раз какое-то, состояние привычное, да, плотное, плотного ума, плотной личности, где там все хочу, все мое, тебе просто не захочется уже туда нырять. Ты будешь на корню видеть, только оно там в тебе зарождается, какая-то такая вибрация, что-то такое шевелится, ты все, прям вот моментом ты будешь мгновенно просто видеть и от этого все Богу, все избавляться. А пока еще личность жива, и ей еще интерес какой-то есть поиграть, там будет, конечно, сложно. Поначалу сложно, да, но со временем. Потом это станет твоей естественной натурой, понимаешь? Личность взрастили много-много лет, много жизней взращивали личность, эго. За эго воевали, за эго сколько всего делали. Это все эго взращивалось. Огромная, сильная личность. И просто так, вот просто взять там 3 дня посидеть, что-нибудь поделать, это практически невозможно. Это надо постоянно и постоянно иметь такое желание, стремление просто в обратную сторону двигаться. То есть мы его вывернули наружу, а теперь как бы обратно в источник вернуться, в источник своего чистого сознания, да, незамутненного. Поэтому это быстро не делается, конечно, сложно очень. Кто-то спрашивал что-то? Нет? Но ты увидишь, Олеся, ты увидишь, как личность начнет теряться. Когда ты такую практику делаешь, делать не то, как ты привыкла, делать по-другому. Раз такая захотела обидеться, такая не обижаешься. Или раз там не отдаю, а раз такая отдала. Раз что-нибудь еще, раз по-другому. Ты увидишь, как начнет личность меркнуть, она теряться будет. Тут главное еще такой есть риск не заиграться в другую личность, потому что тут же личность может проявиться по-другому, как такая уже, я могу так, а могу так, то есть эго может сыграть, главное поймать вовремя, чтобы ты тут тоже не утонула. Если поймаешь, то увидишь, что личность начнет меркнуть. Она начнет такая, что непонятное, где я вообще, что я, то есть плотность такая исчезает. Если была такая привычка себя таким прям конкретным ощущать, конкретный, я вот такой-то характер у меня, там вот все, я личность, ты увидишь, как она начнет сдуваться. Будет такое непонятное ощущение, где я вообще, что я. То есть как бы получается, что одна тема — это ты останавливаешь этот ход мыслей, да, то есть вот просто вот каждый момент, как вспоминаешь, задаешь вопрос. Это вот я так для себя понимаю, да. А другая тема — это ты как бы замечаешь вот это свое эго, которое тоже проявляется, получается, постоянно. Но оно одно другому не мешает. Это как бы оно дополняет друг друга. Если ты находишься в тишине, ты тут же и замечаешь, что там другого выхода-то нету. То есть если нет тишины ума, ты не способна даже будешь заметить. То есть у тебя будет просто по привычке тебя паровоз несет, все. Мысль тебя вытащила, и ты побежал за ней, все, бежишь уже, там что-то делаешь. То есть должна быть вот это. Если нету наработки концентрации, да, тишины, пребывания в тишине, то ты просто не способна будешь видеть. Что у тебя будет ум постоянно вот напичкан мыслями. Если человек замечает уже это, все, уже какой-то процесс уже идет. Если он уже видит свою личность, видит, как она играет, все, то есть уже есть какой-то такой зазор между уже пойманным. Поэтому, естественно, ты ее и видишь, ты больше ничего и не можешь видеть, только она там играет, личность. Потому что ты как тот, кто замечает, оно молчаливее. Вот надо самое главное, чтобы поймать вот это молчаливое, то, что как бы фоном всегда присутствует, как что-то такое, даже не искать наблюдающее, не знаю, просто как фон, как присутствие, как чувство. И на фоне этого разворачивается вот это вся буйство мыслей, эмоций, форм, всего-всего-всего. Самое главное — это заметить вот это недвижимое. А там уже внутри оно... То есть, по сути, практика вот только одна. Вот это заметить,
увидеть то, что присутствует во всех состояниях всегда. В любых состояниях бодрствования, в любых состояниях сна, сновидений, без сновидений, и все. И быть этим, оно само собой, остальное все сворачивается как надо. Вот. По сути, только одна практика. То есть, да, это А это надо уже такие нарабатывать. нюансы. Да, когда в каждодневную жизнь выносят тебя, да, то практику уже сложнее поддерживать. И Да. начинается такое заигрывание. Ну, это То что есть, если этот называется... вопрос можно задавать, когда ты там сама где-то что-то копошишься, там делаешь, это одно дело. А когда, например, взаимодействие с людьми, вот у меня так происходит, то там вот забылось сразу. Ну, это Ну, не делается, да, это не быстро. Я же говорю, это взращивалось очень много жизней. И так вот там некоторые там думают, ой, я там посидел 6 дней, практику поделал. Я поделал 6 дней. Я говорю, что ты хочешь за 6 дней? Это ничто. Это вообще ничто. Ты столько, уплотнял себя. И ты хочешь за какие-то 6 дней ковырялся в носу, и так не бывает. То есть это прям, прям упорно надо смотреть, видеть эти игры. Они постепенно отживают, сдуваются одна за одной. И постепенно и в социуме тоже уже будешь больше даже молчать, чем говорить. Потому что будешь видеть собственную бессмыслицу, которая постоянно в голове говорит, которая постоянно что-то придумывает, какие-то смыслы, идеи. Вот. некоторые вещи, вот интересно, что получается, что они сами складываются, если сильно не вмешиваться. Да. А если не вмешиваться личностью, личность это по сути как бы это, ну как часть ума, да, как можно сказать, это мысли, по сути это какие-то вспышки мыслей, которые заряжены хочу или не хочу. Вот это личность. Нравится или не нравится. Вот эта личность, она прерывистая, она не существует непрерывно. Она то появляется, то исчезает. И между ними ты всегда бываешь просто естественная, чистая, без каких-то личностей. Личностное – это мое. Хочу или не хочу. Не хочу – это тоже мое, потому что, чтобы сказать «не хочу», ты уже все «хочу» сделал. То есть это такая игра постоянная. И она то бывает, то не бывает. Даже очень полезно так вот провести для себя такую аналитическую медитацию. А я вообще во всем этом, вот с мамой я такой, с папой я такой, там с мужем я такой, там еще с кем-то я такой. А когда никого нету, я какой? Вот какой я, когда я ни с кем не коммуницирую, и вот какой я? Кто я такой вообще? За всеми вот этими именами я кто? Вот посмотреть, что это такое я, это что такое. И ты увидишь, что личность это такие просто прерывистые проявления, вспышки мыслей, которые ты когда-то о себе надумал, тебе сказали, ты их позволил им себе существовать, они стали сильными. Чем больше ты о них думаешь, а ты же о них еще думаешь, я такой-то, я с тем-то, все время я. Все время такое плотное становится это я. Сильное, а потом, чем оно сильнее, чем плотнее, чем больше о себе думал, там придумывал про себя каких-то идей, тем потом, естественно, его сложнее растормошить, сложнее от него избавиться, что оно сильно становится. Это же такая прям мощная штука, властная. Вот. А по сути она, во сне ее нет, во сне там просто даже начинаешь исследовать, где в сновидениях мои проблемы. Вот. Ты во сне, там нету твоих проблем, там нету даже этих вопросов, которые ты сегодня задаешь. Просто вот так вот начни изучать, исследовать. То есть все вопросы, которые сейчас задаются, они принадлежат состоянию бодрствования. Там, где присутствует это тело, ты четко знаешь, что я в этом теле сижу. В состоянии сновидений там нет проблемы, нету этого вопроса. Вот я все время, когда мне задают какой-нибудь вопрос, задай мне в сновидении этот вопрос. Вот задашь сновидение, я тебе отвечу. Там этого нет. Ты там ты. Там ум в своей естественности плетет различные другие какие-то там миры, сны и так далее. Но ты там чистое что-то,
открытая, там нет по этому поводу проблемы. Есть что-то и есть. Ты в моменте, там нет у тебя ни прошлого, ни будущего, есть просто момент. Все. Момент чего-то. Но здесь, понимаешь, ты когда начинаешь эти состояния исследовать, момент пробуждения, почему говорю, момент засыпания очень важно. Как у тебя происходит переход из момента бодрствующего в момент состояния сна, как у тебя меняется состояние сознания, как ты просыпаешься, как ты возникает снова из состояния сна, состояние бодрствования, появление тела. И тут как будто в этом теле куча вот этих мыслей сидит. То есть вместе с телом появляется куча мыслей. Откуда? Кто это? Вот он был я здесь, и вот он я здесь вроде как в бодрствовании, как в теле. И опять эти мысли пошли. То есть все то, что создается здесь сейчас, принадлежит состоянию бодрствования. Но ты за пределами этого состояния. То есть ты больше, чем бодрствующее состояние. Ты больше, чем состояние сна со сновидениями, без сновидений. Ты во всем этом просто ты. Вот это надо поисследовать. Если это в полной мере проживется, даже не потребуется там какие-то вопросы, а что с этим делать, что с этим делать. Ты просто будешь понимать, кто ты, и все. А все остальное будет просто вот в этом видеться и само собой как-то там, как надо, естественно, проигрываться. Ань, а вот то, что ты говорила в какой-то момент вот про отношения, да, вот там про, ну, как бы про заботу другого человека, ну, вот и где-то это же можно сказать про там помощь другому человеку, да, то есть, это все тоже, как сформулировать, это думаю. Потому что вот то, что я вот говорила, что у меня появилось такое какое-то отношение, что, ну, как-то вот как есть, там, само такое, немножко отрешение, да. Но при этом все равно вот смотрю иногда на ситуацию и думаю, что, ну, вот как-то я не участвую, да, вот, может быть, там, я не знаю, человеку рядом там вообще как-то плохо совсем. А вдруг я могла бы там помочь как-то, а я такая вообще отрешенная, что типа, ну, не такая уж прям отрешенная, ну, какая-то такая, такое состояние, ну, само как-то там сложится, что вообще там влазить и так далее. Но не выпадать совсем в бездействие, потому что бездействие – это тоже определенная идея, да, то есть если у тебя будет такое, как это, образ сидеть, что как бы если я в наблюдении нахожусь, да, мыслями, эмоциями за всем, да, то якобы я перестаю действовать. Вот многие на этом стопорятся. Это снова мысль, которая живет, да, и которую ты не отследила. То есть надо просто учиться из этого действовать, что-то делать, но уже без вот этого гормонального личностного. То есть просто из чистого сознания, из чистой природы ума, просто что-то по моменту. Ты когда дойдешь, вот, когда вот сложится все, да, поделается, ты не будешь ошибаться. У тебя твое видение чистое, оно тебе подскажет, как в какой-то момент, как делать. То есть не будет даже вопроса возникать. Пока возникает вопрос, значит, еще такая как притирка идет, и такое, знаешь, как желание, ну, попытка соответствовать чему-то, как типа должно быть. То есть у тебя, видишь, какая, как будто бы ты должна вообще перестать действовать. Нет, ты все равно будешь это делать. Просто ты будешь делать с другими ощущениями. Если раньше были какие-то там личностные, может, страхи или привязки, а все это, в принципе, одно и то же, то в другой раз ты будешь делать то же самое, но уже просто. То есть просто внутри пусто, и ты делаешь. Пусто, и ты делаешь. Тишина, и ты делаешь. То есть без личностного вот этого вот, а что же там, как я? Потому что вот это вот, то, что ты говоришь, это волнение, да, это ум волнуется, что, а как же я вот там, что-то я не делаю, да, то есть все-таки раз личность, это личность, да, все-таки как-то я не так, наверное, что-то я должен там, должен чему-то соответствовать. Поэтому в эту мысль тоже смотришь и берешь, попробуй, один раз поделай что-нибудь, а другой раз не поделай, но только чтобы внутри было тихо.
Мгм. Чтобы ты поняла, чтобы не зависала не на одной из, как это, противоположностей, да, где ничего не делаю, где делаю все подряд. Так один раз поделала, другой раз не поделала и посмотрела. То есть опыт накопила, чтобы не Мгм. переваливаться ни туда, ни сюда. Чтобы не позволять, понимаешь, ум сразу заикариться хочет, и как сразу такой, ой, я ничего не должен вообще делать. Нет, почему? Сразу ты уже раз и уже сползла в какую-то крайность. Не сползай в крайности. Мгм. Делай. Просто из чистоты. То есть ты когда делаешь вот в тишине, в внутренней тишине что-то, у тебя даже не остается осадка какого-то, да, что-то сделалось, и ты как будто и вспомнить нечего. То есть нету там делателя. Когда делатель есть, он все время о себе. Как я сделал, там, что я сделал. Причем неважно в каком ключе, в плюс или минус. Он все время живет, хочет рассказать, там, что-то еще. А тут раз, и ты просто ничего нету. Было, как будто меня там и не было. У некоторых такое возникает ощущение, как будто и не было. Вроде что-то было, вроде ты помнишь, да, память присутствует, что как бы было событие, ты вроде бы там что-то делал, но такое ощущение, что тебя там не было. Потому что ты без чувства делателя, без личностного что-то делаешь. Проявляется действие. Ты позволяешь ему проявиться, но ты, смотря в себя, из чистоты, из чистой природы ума, просто берешь и делаешь. Пошла там, мужу кушать приготовила, пошла еще что-то сделала. Спросила, там, как здоровье, что-то еще, я не знаю. Потому что если не наработать вот эту чистоту, такое распахнутое, чистое осознавание, то оно заполнится опять личностным. То есть ты научишься коммуницировать, но уже по-другому, уже просто из чистого внутреннего такого состояния, спокойствия. И в этом спокойствии самые правильные вещи. Но надо поделать, да, подслеживать. Это так долго прям упереться и сидеть, прям несколько лет сидеть, смотреть в ум, смотреть мысли, чистить, убирать, то есть чище ум делать, однонаправленным, чтобы у тебя вот эта сила была, чтобы в следующий раз какая-нибудь сильная забежит, какая-нибудь там бяка, и ты раз, и такая, хопа, кто это там внутри меня? И все, а нет у нее, как это слово выскочило, вариантов нет, ей придется убежать, потому что, ну, сила твоего смотрения просто она рождет. Вот это вот смотрение, задавание вопросов, это как бы неважно просто в медитации, и в каждом дне, то есть это как одна такая, да, Тоже, да. практика. Да. И там, да. Медитации и состояние. Ты как бы, по сути, ты переходишь в состояние, можно сказать, медитации такой в повседневной жизни. Но ты об этом никогда не скажешь. У тебя будет просто естественное состояние. Об этом пишут, да, многие говорят, там, как медитация. Но по факту этого нет. Ты это не проживаешь, как ты такую медитацию. Нет, просто легкость, просто естественность. Вот. Некоторые называют это медитацией или еще каким-то состоянием. Но это не состояние, это же может быть состояние. Нет, просто ты это ты. Ты не к себе, ну, как бы тебе нечего к себе добавить. Ты не какой-то, ты можешь сказать, ты никакой, можно так сказать. Но этот никакой, он свободный. В этом никаком нету цепляния, нету вот этого себе там, или хочу, или не хочу. Этот никакой, это свобода. Она Леся знает, она мне писала. Как она поймала момент, когда из свободного чистого ума можно с кем-то общаться, с кем раньше не получалось. Она говорит, это такая свобода. Свобода от чего? От собственных тенденций. Потому что годами накапливались, и они же и постоянно будоражат человека. То есть позволили им жить себе, позволили им
быть полностью, вот затмить чистое сознание, все. А потом свобода от чего? От них же и свобода. То есть, по сути, ты их чистишь, от них избавляешься при помощи себя же, своего же ума. Просто переходишь в другое как качество. Если раньше чисто, так как это было, слово такое, есть рефлексия, слово оно не совсем понятно, но есть такое, используют его. То есть постоянная ответная реакция, как рефлекс, наверное, так, да? Палочкой ткнул, как эти устрицы, там, раз, и она, хоп, закрылась. То есть такое постоянная какая-то, как инстинкт, да? А тут ты раз и смотришь, ткнули, ну ладно, тыкают. Еще ткнули. Вот и раз, и не закрываешься. Все, и исчезает эта привычка. То есть все эти привычки, тенденции исчезают. Нет. Нет. Ну, то есть один из вариантов этой практики будет делать то, что как бы ты не привык делать. Это просто как бы, нет, просто надо конкретный вопрос задать, я вам скажу, что нужно поделать. Это как бы у всех все индивидуально. Это индивидуальная работа, это кто на что натыкается. Это как бы, да, один из вариантов, чтобы личность свою, потому что о чем вообще в принципе говорится, что человек страдает. Страдает кто? От чего страдает человек? Вот просто вопрос задать, от чего страдает человек? Ну, от чего? Уж явно не от того, что там вот у меня напротив я вижу забор или лысое дерево или еще что-то. Нет. А от того, что какое у меня отношение по поводу всего этого. Вот от этого страдает человек. И страдания, они сформированы мной и во мне находятся. Поэтому без разницы, куда я себя, ум свой перетащу, в какую картинку, что завтра у меня будет не забор, а там, не знаю, прекрасный дворец, от этого ничего не поменяется, потому что вот здесь оно все находится, не там. И если что-то пишет. И здесь, да, чтобы как бы выйти за грань личности, которая страдает, которую мы создавали очень долгое время, мы начинаем в это смотреть, начинаем чистить ум. И первое, что нужно делать, это избавиться от дискурсивного диалога, перестать мир оценивать, перестать его, придавать ему значение, понятия, смыслы, перестать вот этот постоянный диалог внутри себя вести, описывая мир. Кому нужно описание, кому требуется назначить это словом, для кого, оно все равно все есть, все происходит. Но кому-то это внутри нужно, кто-то привык это делать. И от того, что он это привык делать, он это вот нашлепал, а потом и сидит, думает, что мне делать. Я смотрю в страх, а он не уходит. Так ты насоздавал мир, ты создал его, этот мир. Так перестань создавать. Начни чистым жить. Прекрати оценивать. С малых вещей начинаешь смотреть в мысли. О чем блуждают, куда они тебя тянут. Увидишь много интересного, много того, что раньше не замечалось, бреда. Сейчас я прочитала, Леся писала. У меня были страдания от того, что у меня жирное пузо. И это было очень серьезно. Потому что страх был, что буду некрасивая в общем понимании, не востребована, и никто со мной не будет работать. И я вообще сдохну в одиночестве, никому не нужна. Вот. Не буду некрасивая, в каком общем понимании? Вот что такое общее понимание? Кто это общее понимание придумал? Что такое общее понимание? Где эта статистика? Оно складывается как это голосованием, да? Это думает так, все, общее понимание. Все это у каждого свое общее понимание. Сколько бывает, видишь, общаешься с людьми, наблюдаешь и думаешь, но для него это красиво, и он в этом реальную красоту видит. Вот бывает, на картины посмотришь, как художники рисуют, иногда странные. Но я понимаю, почему они в этом красоту видят. Я это объяснить не могу. Вот кто-нибудь посмотрит и скажет, что за... Вообще не понять, что рисовали. А я понимаю, что он там, как он это чувствует. Объяснить сложно, потому что ты когда как бы концентрируешься на чем-то, на форме какой-то, ты буквально ей становишься, сложно объяснить. Это другая красота. И она у каждого своя. Поэтому тут какое-то общее понимание, это вообще вот ни о чем.
Какое общее понимание? Нет никакого общего понимания. Все это иллюзия. У каждого понимание свое. Олеся дальше пишет. А сейчас, проходя мимо группы людей, выползло чувство превосходно перед теми, кто на лавке сидит. Превосходство, наверное. Вот идиотизм. Увидела я тут же, все растворилось. Но так это и делается. Ты когда видишь, да, собственную глупость, такая раз увидела, все, оно исчезает. Раз подумала что-то, хопа, кто это? То есть оно должно, вот, видение должно обладать на каком-то этапе чувством растворения. И этих вещей меньше и меньше будет. Они потом просто перестанут появляться. Если сейчас появляется какой-то там горделивый друг, да, который считает себя лучше, чем другие, вот, то ты его раз увидишь, два увидишь, в следующий раз, опять он. И все, он потом просто исчезнет. Он еще по инерции поживет какое-то время, потому что запущена машина, она движется. По инерции поживет, потом все. Потом вот просто даже не захочется. Просто вот уже чистота, захочется чистоты. И оно уже не будет. В этой чистоте оно просто не залезет. Есть вопросы? Ой, мне вообще, я даже не представляю, как начать что-то замечать. Там, по-моему, какие-то более опытные девочки. Я поняла, гулять и смотреть на все как без ярлыков. Это я поняла. А что еще можно поделать? Делай это всегда. Первые маленькие шаги. Ага. Везде. Вот дома делаешь что-то, там посуду моешь, просто моешь посуду. И замечаешь, где твой ум в данный момент находится. Делаешь там, моешь посуду и замечаешь, что творится в голове. Как правило, когда посуду моешь, в голове там всякий бардак. Голоса разговаривают, с кем-то там контакты, что-то там еще, какие-то планы. Вот. И приучай себя вот концентрироваться в моменте. Мою посуду и вот прям так, прям в действие погружаться вниманием. Эта практика очень хорошая, серьезно. Потому что концентрация, по сути, она неважно на чем ты. Это концентрация, это просто концентрация. Хоть ты закрыл глаза, концентрируешься, хоть ты посуду моешь, это концентрация, неважно, что ты делаешь. Работаешь ли ты там за компьютером, это тоже концентрация. Почему у человека получается какие-то там проекты, бизнес, это концентрация, это высокий уровень концентрации, то есть наработанная. Когда ты в моменте ум концентрируешь на действии, которые тебе нужно сделать. Ты умеешь изолировать то, что ненужное, да, мусор, который лезет в голову, а полностью сфокусироваться на том, что тебе нужно. И это очищает ум. Вот. И ты здесь как раз не позволяешь залазить вот этому дискурсивному диалогу, который вечно там непонятно, что там придумывает, какие-то грезы строит. Вот. Это самая крутая практика, самая такая мощная. Моешь полы, все, и такая, внимание, так, полы, у тебя как медитация будет. Дома что-то там кушать готовишь, так, общаешься с кем-то и полностью в моменте. Не там где-то там что-то там еще, а вот общаешься, и полностью погружена. С кем-то там, с детьми дома играешься, и играешься. А тут же куча там, так, одной ногой там, другой ногой там, третьей рукой здесь, пятой здесь, да. Все, это тенденция ума. Это то, что называется кармой. Это тенденция ума, они тебя раздирают, надо туда. То есть ты насоздавала этих хотелок, насоздавала этих идей, желаний, и все, они тебя дерут. Туда побежал, сюда побежал, там одной ногой сделать это, то. Вот это и происходит. И потом человек приходит к чему-то. Почему считается, что типа очень хорошо, очень благостно, когда у тебя появилась такая возможность попрактиковать. Это якобы считается хорошая карма. Потому что у тебя освободился ум. Потому что ты уже наработала, это как бы новая, можно сказать, тенденция, да, новое стремление погрузиться вглубь себя. У другого человека стремление будет вот желание, все там в материальном мире. И он будет раздираем, он даже не услышит про эту информацию. Потому что его карма – это вот его нарощенные желания, мысли, которые его вечно
туда-сюда, туда-сюда. И он даже не у времени появится. Пока он не наиграется, пока не придет момент, когда он задумается о чем-то другом. Поэтому вот эта практика нахождения в моменте очень крутая. В любой момент, неважно, что ты делаешь, там, засыпаешь, ложишься спать и смотришь, как ты засыпаешь. Просыпаешься, смотришь, как ты просыпаешься. Прям полностью включить такого наблюдателя за собой. Что происходит в голове, какие мысли, кто говорит в голове, какими голосами. То есть это такая долго-долго надо делать, много времени посвятить. Олеся пишет, я каждый день говорила себе как настройку. Заметить, увидеть, посмотреть. Да, можно так. То есть ты потом раз и вспомнишь. И оно само происходило чаще, и сейчас происходит очень часто само по себе. Все верно. Ты как бы ум пластичный. То есть мы его приучили вывертываться наружу, вот это все бла-бла-бла-бла-бла. А сейчас мы его приучаем вовнутрь идти. Да? Это как новая привычка. Она потом станет тобой естественной твоей частью. То есть сначала ты там какие-то, может, фишки используешь, чтобы вспомнить, как вот Олеся пишет, там, увидеть, заметить, посмотреть. А потом все уже на автомате. Раз, раз, раз. Так и происходит, да. Слушай, а вот, Надя, я у тебя уже спрашивала еще раз. Давай еще раз. Нет, это какая-то тема вообще просто вот с едой, да, то есть вот я чувствую, насколько это получается действительно, ну, от ума идет, что это конкретно отвлекает очень сильно. Но мысли вот просто привязаны к этой еде. Да. То есть вот, ну, то, что ты сказала, просто наблюдать, если действительно физический голод. Но я как бы и наблюдаю, что физического голода нету. Все, тогда не идешь есть. Тут просто нужна конкретная такая дисциплина, получается. Да, просто не идешь. Я раз посмотрела в желудок, нету голода, а кто есть пошел? И не идешь. Да, это надо делать, иначе это останется, ну, я посмотрела, сам пошел. Голода нет, и сам сижу. Тенденция это работает. То есть надо поделать прям как практика. Прям вот взялась такая, ага, голода нет, все, не иду, кто пошел есть там. Никто никуда не идет. Прям поделай. То есть, да, потому что иначе получается куча там мыслей сначала в том направлении, что типа, чтобы съесть, а потом куча мыслей, ну что ж такое-то, зачем же столько? Потом ты разбираешься, что с этим делать, да? Комфорт в этом теле. Еще можешь, знаешь, как, смотри, допустим, что-то кушаешь, и начни вкусное для тебя, да, ну что-нибудь такое вкусненькое, и начни это чувство изучать, а где это вкусное находится, и прям в это чувство вот кушаешь, и прям во вкус такое внимание, как это вкусное, где оно находится, прям поисследуй его. И ты на какой-то момент можешь обнаружить, что ты не поймешь, что ты ешь. Такое ощущение, что я придумала себе это вкусное. То есть просто что-то жуется, а как это, что это. То есть это тоже программа. Мы это все создали, это все можно перекодировать. Вкусное сделать невкусным, невкусное вкусным. Все это делается. Просто для практики можно поделать, посмотреть, чтобы вот эту иллюзию разбить, да, какую-то, где она тебя может куда-то там затягивать. Да, как разболтанность какая-то, потому что очень часто вот раньше были состояния, что вообще равнодушие просто к еде, вот, ну не хочу, и все, там рядом все жуют, а мне вот как бы все равно, то есть было такое, а сейчас какой-то такой момент, вот какой-то разболтанности получается, что вот кто-то жует рядом, и типа им не надо. Ну да, это такая тоже, это ум, да. Все, он компанию посидеть там, но надо поделать, просто чтобы ты в этом как бы обрела понимание. Если есть такое, как бы, ну, как тенденция, которая тебя утягивает, и ты уже видишь, что она тебя утягивает, начни ее исследовать. Это хорошая практика. Ты, говорю, увидишь, что вкус – это вообще что-то странное, что
что вкусно это непонятно. Это не, я не знаю, как это вкусно. То есть ты, если начнешь глубоко в это ощущение вкусности вниманием смотреть, ты обнаружишь, что а что это вообще такое, что я ем вообще, что это, что можно и не есть. То есть здесь можно глубоко уйти на этом уровне, можно стать каким-нибудь там, не знаю, праноедом или еще, потому что ты можешь дойти до такого уровня, что просто нет вкуса, его нет. Это тоже иллюзия. Туда идти не надо, но не нужно. Всякие там это спецэффекты. Но как практика, как понимание вот этой иллюзорности всех явлений, она очень полезна, чтобы понять, вот, как эта иллюзорность всего существует именно внутри, как мы ее создаем. Даже просто очень маленькие дети очень часто, когда им дают первый раз попробовать какую-то ягоду, они вот так вот едят ее, все скукоженные. А потом когда-то на какой-то момент времени что-то щелкает, и это уже вкусно почему-то, это уже сладенько, уже прекрасно. То есть все это можно менять. Это просто как пример привела. Но надо это поисследовать, чтобы увидеть иллюзорность мира. Как бы ты приучаешь сначала себя, вот это вот, организму это не надо, каким-то образом ты себя приучаешь, там что-то есть больше, Да. чем надо, там, да, казаться, что это типа вкусно. Да. Это все Состояния же были такие, когда как бы мне все равно, вот вообще не хочу есть, вот просто там, я не знаю, там сладости, конфеты, там люди жуют перед тобой, тебе вообще не хочется. А потом раз и как бы переучила типа себя на что-то другое. Да, все это переделывается, можно переучить. Тот, кто не ел мясо, может переучить себя есть мясо, там, допустим, ходил. Я просто, на себе знаю, когда я на сыроедении долго сидела, у меня что мясо, запах, а потом, когда начала исследовать, а что это за я начала это чувство искать, смотреть, его там нет, это просто фантазия ума. Ты ее сама себе придумываешь и бегаешь с этой идеей. А представь, сколько таких идей в тебе живет, говорит, создает личность, и потом она такая, о чем мне делать? Так вот, я о чем говорю, не создавать, перестать создавать. Надо пробовать, надо делать. Вот. Потом, конечно, что-то у тебя останется. Конечно, останется. Ты будешь кушать, будешь что-то... Но чтобы ты поняла, обрела опыт в этом, это надо поделать, увидеть эту игру, как она создается, как создается иллюзия вкусов, иллюзия ощущений, иллюзия там чего-то еще, все возможные иллюзии. Сейчас я прочитаю, Олеся что-то написала. У всех есть родственники, и если кто-то бесит, то это подарок. Думать о них, взаимодействовать и в моменте наблюдать, как говно попрет. Да, все правильно. Родственники – это очень крутая тема, у кого есть родственники. Потому что это близкие такие люди, которые как триггеры вытаскивают. То есть надо их благодарить. Они просто эти лакмусовые бумажки, показывающие, где, как правильно Леся написала, зарыто говно, да, где личность живет, где лунги живут. Лунги – это тибетское слово, это как раз вот эти созданные личностные, плотные такие идеи, которые уже буквально тебя моментом вытаскивают в эмоциональное состояние, в какое-то такое страдание, да, какие-то прям уже в теле чувствуются, уже буквально там где-то что-то там вибрирует или что-то еще. Поэтому родственники, да, они это учителя очень хорошие. Дальше Леся пишет: ковидом болела, нюх отключен, еда вообще никакая, просто объект, но есть воспоминания, что ты это любишь. Вот, пожалуйста, наблюдение, да, когда отключаются органы обоняния, и ум включает память, да, как типа я это люблю. Вот тоже момент наблюдения интересный. Все. А есть еще такой момент интересный, что в сновидениях есть такие состояния сновидений, где ты чувствуешь, может, такое было, чувствуешь вкусы, ты ощущаешь запахи, ты чувствуешь вкусы, то есть даже просто задаешь себе вопрос. Тело лежит, тело спит, естественно, ничего не ест, не пьет,
но ты в сновидении ощущаешь полную гамму ощущений. То есть вкус, он не находится где-то в продукте, который ты ешь, допустим, яблоко или что-то еще, а он находится, это программа, да, это ты ее себе, она живет, она находится в уме. Вот, очень просто. Если такие опыты у вас есть, то вы уже можете так задуматься, а где это? Это не там, что естся, это вот там где-то. Даже не в голове, это в уме. Что у них в голове. И точно так же с ощущениями. И если у кого-то были какие-то состояния, может быть, в сновидениях или медитациях, что-то еще, где физическое тело, ну, с ним ничего не происходит, он там сидит или лежит, но ты ощущаешь полную гамму ощущений. Допустим, боль какую-то острую, что-то еще, ты ощущаешь очень все явно. То есть эти ощущения, их нет в теле вообще ничего нет. Эти ощущения находятся в уме, в тонком теле они находятся. То есть ум их буквально создает. И ты реально, когда ты внутри этого ощущения, в моменте проживания, оно очень реальное и точно такое же реальное, как если бы это было состояние бодрствования. То же самое. Разницы никакой для него нет, для ума, как это воспринимается. Поэтому все, что воспринимается в момент восприятия, и когда ум в это погружен, захвачен этим, оно ощущается очень реальным. Вот почему говорится, что нужно поймать дистанцию между тем, что видится, и тем, кто видит. Чтобы не внутрь него погружаться, потому что когда ты погружаешься внутрь, ты захвачен, и для тебя это очень реально. И вот здесь у тебя возникает масса вопросов, страданий и прочее. Но когда ты ловишь дистанцию наблюдателя и того, что наблюдается, тебе эта практика позволяет разотождествиться. То есть не нырять внутрь. Увидеть, что раз я смотрящий, то это не я. А раз это не я, у кого проблема? Кто говорит о проблеме или кто хочет что-то понять. Раз ты тот, кто видит, а то, что видится, соответственно, не есть я. Я видящий. Тогда у кого вопрос? Я пытаюсь просто слушать. Просто слушать. Это хороший момент, когда просто слушание, тоже можете для себя позамечать. Если параллельно сейчас в голове есть этот шум такой, как это, болтун ментальный, который анализирует, который там, ага, это то, и как бы пытается проговаривать. Вот это вот и есть грубый ум, грубый поверхностный ум, к которому мы привыкли. Если просто есть слушание, это уже момент такой хороший. То есть просто открытое слушание, нету болтуна, это уже такой момент хороший, когда просто в прямом восприятии находишься. Есть просто слушание. И вот здесь как раз, да, когда ты просто в открытом слушании, ты вне напряжения. А когда вот этот болтун, это вот такое напряжение. То есть ты такой пытаешься осмыслить. Так. Еще есть вопросы? Есть практика, чтобы научиться вот просто слышать из тишины, а не отключать вот это все. Еще раз вопрос, я прослушала начало. Ну вот должна же быть практика, как можно слушать из тишины, а как бы мы слушаем, мы уже сами себе отвечаем, ну вот этот момент, уже сами там, ну, Я вот поняла. как просто слушать. Ну вот, в принципе, я только об этом и говорю. Только об этом. Да, но это же сложно, оно же все равно так не получается. Да, потому что приучили, видите, мы приучили ум болтать. У нас система воспитания так построена, образование так построено, что нам буквально все время говорили: опиши, расскажи, скажи своими словами, проанализируй. Мы же взрастили вот этого, кто анализирует постоянно. А теперь так быстро не получится. Это сложно, да, это не так быстро. Просто нужно запастись терпением это делать.
медитациями какими-то пробовать, да, поймать, успокаивать ум, да, какими-то практиками, чтобы ум был в спокойствии. Тогда больше. Но если только одни практики, нет общего понимания, тогда, ну, практика, по сути, не будет происходить. Она будет только в рамках, пока вы в медитации. Это должно быть наблюдение в повседневной жизни обязательно. Потому что состояние бодрствования самое мощное. Это то, где происходят все страдания. Это то, что заставляет потом перерождаться. По сути, перерождается ум с его тенденциями, которые в состоянии бодрствования взращены. Все остальные состояния просто отражение этого. Поэтому здесь каких-то нет волшебных палочек, чтобы раз там какую-то волшебную мантру дать или что-нибудь еще. Это все нет. Работа должна быть проведена с собой, только с собой, больше никак. Если вам будут обещать какие-то волшебные инструменты, там заговор какой-нибудь сделал, мантру прочитал, это не то. Но даже люди, которые занимались мантрами, они годами их практиковали только лишь для того, чтобы ум остановился. Не сама мантра делает практику, а именно, что ты насиживаешь, и ум просто рушится. Все. Когда ученики приходили к учителям, говорили: слушайте, мне мантру дали, она не работает. Учитель спрашивал: а сколько ты ее практиковал? Он говорит: 10 минут. Вот когда 10 лет попрактикуешь, придешь, спросишь. Потому что это просто объект для концентрации ума. Ум пустили на самотек. Мантра или какие-нибудь практики – это просто способ ум как бы сделать однонаправленным, сфокусировать его на каком-то объекте, чтобы не позволять впускать остальное. Вот для чего существуют практики. Только для этого. Вся остальная работа должна быть проведена вами. Самоисследование, вот где я, не я и так далее. Это делается именно так. Это не делается там чем-то. Там какое-то волшебное состояние, которое может вас накрыть, оно не избавит вас от тенденции ума. Они продолжают жить. То есть вы выходите из прекрасного состояния. Я почему говорю, наблюдайте, как меняется бодрствование на другие состояния, отслеживайте. Потому что возврат из самого волшебного состояния в бодрствующее состояние, с его мыслеформами, с его тенденциями, и все опять на своих местах. Поэтому какие-то волшебные переживания, они просто как бы маячки, которые показывают направление, куда обратить внимание. Но они нет ничего такого, чтобы вас раз так вот и обнулило. Такой я прям волшебно очистился, как это говорят, там, зашла благодать или что-то такое. Это просто описание. Просто кому-то нравится красиво писать. Благодать – это вот вы сейчас взялись, вот у вас появилось время на практику. Вот это благодать. Вы ее заработали. То есть вы к этому пришли. Если это произошло в вашей жизни, значит, ваша карма, тенденции вашего ума к этому созрели. Оно зрело когда-то и вас привело. По-другому никак. Это элементарно. Вы когда наблюдаете, вы это понимаете. Когда вы наблюдаете собственный ум, исследуете, вы это видите, как это работает. Практику. Давай, Лиз, спрашивай. Формальную практику, как вот увидеть эту, ну вот, эту границу между усилиями и вот чувствовать тело. Потому что вот иногда вроде как чувствуется, не надо делать формальную практику, а иногда чувствуется вот прямо вот надо. Где эта грань, как это прочувствовать? Как бы. Вот у меня я вижу, что оно как то я делаю прямо 2-3 часа, прямо сижу, то я не делаю вот какой-то прямо вообще. Ну, ты же сама говоришь, я чувствую. То есть как, немножко неправильный вопрос поставила. Ты говоришь, как почувствовать? Ты же говоришь, я чувствую, что вот идет, а здесь не идет. Видите эту разницу, да. Ну да, то есть все-таки чувства должны быть. То есть да, идти за чувствами. Ты имеешь в виду, Нет, подожди, ты неправильный вопрос задаешь. Ты имеешь в виду, стоит ли делать, когда ты не хочешь делать? Вообще вот, не, да, придавать усилия к практике.
Ну, смотри по ощущениям. Смотри по ощущениям. Иногда, ну, и усилия нужны, потому что если ты дошла уже до кондиции, что ты прям по-другому быть не можешь, тогда любыми усилиями делаешь. У тебя уже просто, ну, не будет отговорок, что там не хочу, просто будешь делать и все. Если пока еще такой лайтовый вариант, да, может быть, там, сегодня хочу, завтра не хочу, попробуй, поделай так и так, придешь к чему-нибудь единому, попробуй так и так. Понимаешь, усилия все равно будут. Ты не можешь без усилий к этому прийти. Я говорила про то, что без усилий не получится. Усилия будут в самом начале. И где-то там волю даже прикладываешь, прям вот такую силу, да, воли, чтобы вот не позволять каким-то вещам там проявляться. Потом это станет естественным. Чтобы это было естественным, это должно как бы поделаться. Ты же создавала эту личность тоже определенными усилиями. Даже вспомни в детстве о себе, все время говорили в третьем лице, буквально заучивая. Меня, а я Аня там, Ане столько-то лет, я живу там-то, там-то. Мы все время заучивали, нас все время учили заучивать мир. Кто я, где я, что я, как я должен. Правильно, все время бегали, спрашивали, мама, это правильно, а вот так неправильно. Мама тебе говорила, вот так правильно, вот так неправильно. Ты все время вот это вот создавала. Это были усилия. А теперь тебе требуются обратные усилия. И без усилий ты здесь такая никак. Оно потом станет естественным, когда усилия эти пройдут, когда ты поделаешь, станет естественным. Без усилий только ум можно на самотек пустить. Но без усилий, когда ты уже поделала, тогда у тебя ум уже никуда не бежит, у тебя уже это естественное состояние для тебя. Понимаешь, состояние естественности и усильности это тоже переделывается. Естественное может стать неестественным, неестественное естественным. То есть это тоже все это перекодируется, переделывается. Поэтому... Просто вот в последнее время, когда я практикую, я заметила, что есть какое-то напряжение, Так. есть какое-то напряжение ну, в практике, когда вот я практикую, там делаю какую-то практику, вроде как она мне нравится, но я чувствую внутри напряжение, как будто бы как бы ее закончить, что ли. Ну ты торопишься, конечно, ты хочешь уже там быстрее, быстрее. Да, а когда вот нету этого напряжения, то тогда вот хорошо, вот просто это я заметила в последнее время. Иногда вот оно у меня, когда я полностью в моменте и делаю практику, оно, и особенно когда я прям полностью погружаюсь, как бы, то тогда оно и эффект другой после практики. А когда вот я просто как бы тяп-ляп, ну как бы не тяп-ляп, а вот когда быстро-быстро, то и то есть я прям чувствую вот это вот напряжение, чувствую Так эту ты разницу. же тебе уже ответила на вопрос. Ты делаешь тяп-ляп, и ты куда-то бежишь, у тебя какая-то задняя мысль сидит, что быстрее, быстрее, там дальше надо пойти борщ варить. Вот она тебе и мешает. Вот где практика. Нету какой-то просто чувственная вот эта вот беготня какая-то. Не может быть. Есть мысль, значит, за этим получается. Однозначно. Вот где практика должна быть. Не там, где ты кайфуешь, а вот как раз, когда в моменте у тебя появляется раздражение какое-то, ты быстрее бы закончить, чуть не прет. Да. А ты ее пересиди. Она у тебя возникает, а ты такая раз, и не идешь за ней, и не заканчиваешь. Ну не, я не заканчиваю, просто прям чувствую при наблюдении, прям чувствую напряжение, прям у меня в теле становится, прям все уже, прям... Особенно, когда делаю дыхательные вот упражнения, замечаю, прям уже все, уже сейчас надо что-то там уже поделать. Вот. Вот так вот ты должна сама с собой делать. Ты все видишь, ты что тут рассказывать, ты сама уже все рассказала. Это у тебя уже ум что-то там напланировал, и он уже быстрее, все, надо закончить срочно, побежали. Вот, и о чем я говорю, вот куда карма несет, ветер кармы, потащили, тенденции ума повели, вот где практика должна быть, вот именно здесь.
Вот эти вещи, они самые, вот прям с них и надо начать. Вот прям. Я когда начинала медитировать, такая же была. Раз там, куда-то туда, раз, и такой тебя разрывает в одну сторону, в другую. Да. Это я говорю, стоп ему. Нет, сидеть. Он тебя опять раз туда, я говорю, стоп, сидеть. Иначе, если ты это не сделаешь, оно будет сидеть. Оно потом опять тебя раз, опять раз. И в какой-то момент, где ты уже прям совсем куда-то уплывешь, эта же тенденция сыграет какую-нибудь такую интересную шутку. Поэтому это надо поделать. Не идти за ними. Видеть их и не делать. Не обращать внимания. То есть не идти на поводу. И вот здесь как раз обретается сила. Ты смотрением в это, не деланием, не хождением за этими тенденциями, ты, наоборот, обретаешь, ты эту силу возвращаешь, потому что это, наоборот, потеря, которая тебя расходит и тащит. Да. А ты там уже кайфанула, кайф поймала где-то? Так все классно. Поймала. Да, тоже такое было, да. Вот он-офф, как бы он-офф. Вот такой вот. Один день так, другой день так. Ну да. Еще один вопрос хотела спросить насчет, значит, если тело это ум, кто-то там, значит, тело это ум, я хотела спросить про исцеление, значит, если происходит исцеление, ведь если тело это ум, то есть исцеляется, когда исцеляется тело, то значит исцеляется ум, это так происходит, когда исцеляется тело, то в принципе это исцеляется ум, правильно? Ну, можно сказать, один аспект. Нет, ты исцеляешь один аспект. Это как, знаешь, вот ты избавилась от одной тенденции ума, ну, другая пришла. Ты же не можешь сказать, что ты одну тенденцию победила, и все, и ты такая, все, у тебя чистая природа ума, а другая может прийти. Тело – это один аспект ума. У него много аспектов. Ты, когда начнешь самоисследовать, погружаться, обретать опыт разных состояний, ты увидишь ум в разных состояниях. Тело – это… Какие тела ты имеешь в виду? Что ты говоришь? Ты имеешь в виду и не только тело, ты имеешь в виду и тонкие тела, как… Да. Тонкие тела, праническое тело, тонкое, ментальное тело – это все тела. Физическое тело – это тоже одно из тел. То есть ты излечила одно из тел, один аспект ума. Это не влияет на все остальное. Интересно. Если Тогда как происходит исцеление? Это другой вопрос. Что такое исцеление тела? Окей, это что? Ну, это как ты понимаешь? Смотри, опытные садху, те, кто занимается йогой, да, идет вот к Богу, по пути к Богу, даже что-то происходит с телом, они просто не фиксируются на этом. То есть если нет концентрации на этом, значит, это для него не происходит. То есть, грубо говоря, кто-то скажет, у него там, он болеет, но в его поле внимания этого нет. Он не фиксируется вниманием на этом, а значит, для него это не существует. Потому что для тебя существует, я вот отмотайтесь назад, я прям там говорила, для тебя существует ровно то, в чем ты прямо сейчас сильно сконцентрирован, и оно очень реально для тебя, потому что фокус внимания на этом зациклен. Но как только ты внимание туда забираешь, оно перестает существовать для тебя. Потому что ты, еще раз, мы возвращаемся сюда к главному вопросу, такой я. Ты не тело. Ты то, что осознает все состояния. И вот для тебя, вот для вот этого чистого, неформенного, ты можешь быть сделать этого чистого, бесформенного телом. Если ты будешь только о теле думать, и фокус внимания только на теле, тогда ты становишься телом. Да ты говоришь, я тело, и я вот там, я, подразумевая под я тело. Кто-то от тела разотождествился, для него может быть там я ум, я мысли, это мои мысли, я мысли. Потому что ты фокус внимания на мысли держишь. То есть где фокус внимания, тем ты и становишься. Фокус внимания на теле, ты становишься телом.
Вопрос просто у меня возник из-за того, что ну, вот много сейчас происходит исцелений у разных там людей, которые занимаются там пробуждением, там, ну не занимаются, а сознанием своей природы. Вот просто интересен сам этот процесс, сам это вот то, что происходит. Как я понимаю, происходит, ну, то есть я и не понимаю, я просто так вижу. Еще пока нет окончательного понимания, что же происходит. Ну, тоже многие, ты же знаешь, вот этот, про которого мы говорили, там, врач, там, да много сегодня людей, на самом деле, у которых это происходит. Что же у них произошло тогда? Что произошло, когда происходит исцеление? Что произошло? С ними что произошло? Почему произошло исцеление? Там, от рака? С Там, ними ничего не... С ними как с сутью ничего не произошло. Если мы говорим про суть, с тобой ну, как да. с сутью ничего не происходит. Тело исцелилось, исцелилось, не исцелилось, не исцелилось, а со мной ничего. Ну да, с естественным состоянием, с естественным я ничего, а с телом что произошло? Как это произошло? Как-то произошло. У тебя, заметь, у тебя один и тот же вопрос все время, вот эта тенденция. Да. И все время он под разными ракурсами, но он хочет свое найти. И я опять сейчас отвечу то же самое, потому что есть случаи, где просветленные мастера уходили от рака. Рамана Махарши, ему 4 раза оперировали опухоль, и он умер от рака, 80 с лишним лет. Человек, который был просветлен. И Саргадата Махарадж, опять я то же самое говорю. Горло, рак горла. Что это было? Карма все-таки? Что вот это тогда было? Как это можно? Или нет этому названия? А что ты, я не понимаю, что ты хочешь этим понять. Это была болезнь. Как ты хочешь, какой ты хочешь ответ? Не совсем понимаю. Ну да, была болезнь. Была болезнь, но в их случае это не было болезнью. То есть кармическая, значит, ну, то есть какие-то, получается, какие-то... Ну, Смотри, вот видишь, что ум пытается все время разделить кармическое, не кармическое. Если мы говорим, мы всегда, когда мы начинаем исследовать какой-то вопрос, мы всегда придем либо к тому, что все есть все, либо к тому, что все есть ничто. Если мы сейчас берем карму, мы придем к тому, что все, либо есть карма, либо все есть не карма, по-другому никак. Если ты глубоко начинаешь в этом копаться, если на поверхности, ну это вот ни о чем будет. То есть мы тогда начнем рассуждать, что все взаимосвязано, каждое событие зависит от предыдущего, следующее от предыдущего, все взаимосвязано, когда все есть карма. Либо тогда, что все не есть карма. И тогда твой вопрос теряет смысл. Ответа на него нет. Просто здесь мы еще раз, мы обращаем внимание на то, опять же, я, кто такой я и что это я проживает. Если это я не фиксируется на том, что происходит с телом, для него это не существует. Это факт. Начнешь исследовать какие-то вещи, и ты на какие-то вещи действительно, они в твоем поле внимания не существуют, их нет. Хотя снаружи, на поверхности они могут быть, но в твоем внимании их просто нет, потому что ты на них не зацикливаешься. А ведь это самый важный момент. Самый важный. Даже вот просто даже начнешь думать, где я? Вот руки нету, пальца нету. Палец отрезал, положил. Где ты в пальце? Или ты здесь остался, или там ты? Где ты? Чувство я где? Или сердце тебе пересадили? Даже сердце пересаживают. Ты где? Там что пересадили? Там ты сейчас куда-то в другом теле ты? Или где ты остался? Твое я, оно не телесное. И поэтому разговоры о теле – это не о я. Здесь надо просто, еще раз, в чистом уме другие процессы. Но если будет сидеть надежда на исцеление, ты будешь все время ее ждать. Да. И она тебя будет заставлять уже страдать.
Вот. Не, я просто интересен сам, я ничего не жду, никаких исцелений мне не, ну, как не нужны. Просто сам процесс интересен у людей, как бы, я наблюдаю просто за людьми. Просто сам процесс, само вот это вот... Невозможно, Лиза, на эту тему невозможно. Я вам сейчас тему могу наврать кучу всего. Тот человек, который скажет, что это ты просветлеешь и ты излечишься, он лжец. Да, 100%. С этим я даже не Просто как произошло у них, вот так Богом, вот так было создано. Просто у каждого это индивидуально, да. Индивидуально. Просто это настолько сейчас, ну, многие люди переживают такие разные опыты, ну, с ними происходит. Просто это интересно. Тело подвержено болезням. Тело – это тело. Если поизучать там ведические писания, Золотой век, да, когда люди жили там, продолжительность жизни была 1000 лет, и когда не было ни смертности детской, ни болезней, совершенно иной уровень телесности был сейчас, как говорят, там пишут Кали-юга, да, человек живет мало, человек болеет, детская смертность, чего никогда там в Золотом веке не было. Просто так происходит, так задумано Всевышним. Что тут еще сказать? Все, что остальное можно напридумывать, это будет ложь. Просто понять, что все в руках не твоих. То есть ты здесь как тело, ты проявленная частичка чего-то. Ты не тело. Все. Когда ты в полной мере осознаешь, что ты не тело, тебя перестают волновать телесные какие-то проявления. Ну, есть и есть. Да, ты поддерживаешь тело в жизни. Но... Да, если я не тело, то я это как кто? Ты говоришь, я частица или я это все? Какая разница? У кого разница, понимаешь? От того, что я могу сказать, что я все или я ничто. Без разницы. Нет, ты просто до этого сказала, я частица. Так все-таки... Ты как тело, частица проявленного. Это делается. Как есть тело. А если я не тело, то... А если ты не тело, то ты это ты. Вот и исследуй. Это, понимаешь, есть такой момент, как бы много информации, да, но надо начать ее проживать. Если ты не проживаешь, не исследуешь, от того, что тебе кто-то скажет, ты такой, ну ладно, такой записал себе там в память. Ну, ни о чем. Оно и не ничто, и не все. Я – это я. Ну, только так сказать. Там я и все, это глюк ума. Или я ничто, это тоже глюк ума. Я – это я. Все, чтобы там не какие-то там описания, это все ум придумывает. Как это ощутить? А ощутить что? Это я, который не в теле. Начать исследовать, где находится чувство «я». Что такое «я»? Задавать себе кучу вопросов. Что есть «я»? Кто такой «я»? Вот вы Ира. Кто такая Ира? Ира – это кто? У меня было такое ощущение один раз, когда мне рожала ребенка под наркозом. Я ощущала состояние, что я – это не я. Ну, то есть это я, но у меня нет тела. Вот такое было, как вы описывали до этого чуть-чуть раньше. Но как это сделать в состоянии обыкновенном человека? Ощутить это я, но в то же время где-то вокруг, но не в этом теле. Как это ощутить вживую? Ну, вы же тоже ощущали? У вас уже есть подобный опыт? Да? Ну да, но это было как бы там в роддоме, да, когда были всякие вмешательства медицинские. Да, такое часто бывает, да, когда какие-то, может быть, препараты, что-то еще, или какой-то стресс, может быть. Очень часто такое ощущается в стрессовых ситуациях, когда мощная встряска организма. Такие тоже могут быть трансцендентные состояния, что как будто я, это не оно, а я что-то другое. Вот. И просто исследовать, продолжать исследовать. Вам достаточно просто иметь целеустремленность, познать это, как мысль, да, я хочу познать себя. И вот вы будете чаще и чаще концентрироваться на этой мысли, она сделает свое дело. Вы начнете
смотреть в это чувство «я», где это чувство «я» располагается, где оно. Начнете искать его в теле, поищите в теле просто для начала, в какой части тела, там, нашли в какой части, и туда смотрите, в эту часть, а где конкретно. И прям ищите, исследуйте, потому что мы его приклеили путем слов к телу. Теперь надо точно так же его как бы в обратную сторону искать. И все, оно свое дело сделает. Вы обретете какой-то опыт, он будет ваш уникальный. Здесь нет каких-то, как оно быть должно. Я может проявить себя чем угодно, если мы говорим про форму. Любой формой, любые состояния, все из «я». Это все «я». Да? Но в то же время «я» не является ни один из них. Потому что «я», оно всегда во всем постоянно. «Я» — это «я». Постоянный факт присутствия «я» во всем. Вот. Как сознание и подсознание подружить? Это как? А как они у вас поссорились? Найдите, как они у вас поссорились, вы их подружите. Но это «я», мы себя убеждаем, да, разум-то говорит совсем другое. Что именно? Конкретно вопрос. Ну, разум говорит, что ты вот здесь, в этом теле, да, ты можешь выйти из-за ноги, из-за пальца или там еще откуда-то. Это говорит сознание, да, разум. Угу. А мы себя пытаемся найти где-то немножко шаг в сторону из него. А вы ищите по факту, не ищите где-то, ищите прям конкретно. Если вы найдете что-то отличное от «я», это не «я». Очень простой принцип. Если вы нашли что-то, на что вы смотрите, то есть отличное от меня, я вижу это. Это не я, потому что есть тот, кто видит, видящий я, и есть то, что видится. И снова, а я где? Потом еще какой-то опыт. Я был там-то или там видел то-то. Если я был там-то, а я кто? Я тот, кто видит или видит что-то, или где-то он в чем-то. И таким образом, отсекая ненужное, вы придете к тому, что останется, к единственному. Ну, попробовать пока. Тяжело пока осознать. Оно не сделается, это не делается прям раз так. Нет, кого-то, конечно, может ставить там, раз там и это осенит. Но это, как правило, делается долго. То есть постоянное вопрошание, исследование именно чувства «я». Где есть «я»? Во сне есть «я»? Вот у вас есть во сне «я»? Вы там есть? Ну, бывает, конечно. А бывает, что не бывает? Как, я ощущаю, это же картинки я вижу, я же не знаю. Там. Да кто видит? Осознанный сон умеете в виду? Не знаю еще. Нет, я не имею в виду, я просто говорю, во сне вы есть? Ну, есть в моем сознании или подсознании, я даже не знаю где-то. Это как? Ну, сны-то снятся, значит, если сон снит, значит, где-то я это вижу, где-то я ощущаю. Вот смотри, сколько много, да? Чувствую. Я в моем подсознании, в сознании, а где я во всем этом? Кто все это видит, вот это вот все? В сознании, подсознании, я где? Я есть? Просто вы там есть? Просто вот ответьте. Во сне? Да. Или вы исчезли? Да, конечно. Вот, все. Есть. Есть. В бодрствовании вы тоже есть. В состоянии без сновидений есть такое тоже. Там тоже есть я, потому что вы об этом как минимум помните. Даже если это осознанно не проживается, вы как минимум помните, просыпаясь и говоря, что «а я сегодня спал и снов не было». Память есть, значит, вы там тоже были. Я. И вот этот я, этот кто? Где оно находится, это я? Ощущение, чувство я. Сны могут быть разные, а я все время одно. Во сне у вас нету проблемы с этим телом. Вы можете не помнить, что происходит в бодрствовании, там, кем Ира работает, какие у Иры там проблемы. Но там я присутствует. Я там — это просто я. А потом приходит бодрствование, тело возвращается, и все мысли о жизни, о проблемах, но я остается. Потом раз, момент засыпания, тело исчезает,
что-то там, какие-то картинки, я все равно есть. Мы не про картинки говорим, мы про я говорим. Картинки вообще не имеют значения, потому что картинки меняются. Тело – картинка, в теле там тоже разные представления о теле, тоже картинки. Мысли – это картинки, эмоции – это картинки, во сне куча картинок разных-разных. А я – это кто? Чувство «я», оно, как от него избавиться? Кем? Вот просто так задаешь себе вопрос. Вот чтобы его не было, это как? Вот не может не быть снов, могут быть разные сны, тело, может быть, может не быть, может быть разным. Проблемы есть, нету. А я, как от я избавиться? И кто будет избавляться? Чем? Ведь я, оно основа. И все, что бы не подумалось, не делалось, оно уже я позади стоит. Вот вы говорите там, сознание, подсознание, я на это смотрит. Я видит эти мысли, я там что-то про сознание, подсознание придумывает, я всегда сзади. То есть за я нечем посмотреть, неким. Это предел. И он всегда, он не спит. Вот, вот даже так, начните исследовать, вы спите? Я это спит? Чувство я. Кто спит? Ну, я сплю. Кто? Когда вы говорите Ощущение, я что я не сплю, спит, у меня нет. когда вы говорите я сплю, кто спит? Кого вы имеете в виду? Ну, себя. Кого себя? Себя, как я, Я кто? как... Ну вы же говорите, я Тот, видела кто там сейчас, сон, тот значит, я не сейчас спали. говорит эти слова, отвечает, тот... Смотрите, вы говорите, был сон, там какие-то картинки, я видел картинки, значит, я не спал. Это ж нереальные картинки, это ж какие-то А мы не об там... этом говорим. Я не спал. Или спал. Ощущение сна было. А что такое сон? Ну, сон, как все понимают, сон. Сон – это когда человек ложится, и сознание у него просто отключается, он ничего не умеет, не может ни делать, ни говорить, просто спит. Но при этом есть какой-то сон, есть какая-то работа, возможно, я его называю подсознанием, не знаю, приходят во сне какие-то картинки, может быть, где-то какие-то подсказки, может быть, просто какая-то ерунда, может быть, и ничего не приходит. Вот. Видите, сколько вы разного всего назвали? А кто на это все смотрит? На человека, который ложится спать, на подсознание, которое там что-то бла-бла-бла, картинки Ну, конечно разные. же, это я уже, которая проснулась, я это помню, а та я, которая я сплю, я не помню. А кто не помнит? Так, видите, вы путаете состояние. Вам кажется, что вы только в бодрствовании, но там же везде я есть. И там есть. Но в тот момент-то я его себя не помню во сне, я помню Но вы его есть? потом, когда проснусь. Но вы есть? Ну, я есть, конечно. Да. И в тот момент, когда вы во сне, есть у вас проблема о том, что вы не помните про человека, который спит? Или нет проблемы? Нет проблемы. Нету. Вы – это вы. Потом тело появилось, и появился этот разговор. Во сне этого разговора нет, он вас там абсолютно не волнует. Ну да, просто случайно зацепился за сон, разговор. Просто понимание я, как его почувствовать именно я, которое большое я. А чем вы его будете чувствовать? Вот смотрите, нас приучили разделять. И даже язык... Понять. Его же понять надо каким-то образом. Вот таким исследованием. А мы же его как-то должны же ощущать, это состояние я. Вот смотрите, еще раз. Понять, хорошо, не чувствовать, понять. Вот так. Понять это я. Понять. Смотрите, я сейчас сразу отвечу, чтобы вы не путались. Почувствовать, потому что потом эта мысль вернется. Если вы не происследуете, она вернется. Почувствовать, я буду чувствовать что-то. То есть я, опять я остался. Начинаю что-то чувствовать. Я что-то из себя выворачиваю куда-то во внешний мир и что-то отдельное чувствую. Я позади. Опять, я будет понимать. Но это примерно то же самое, из той же области. Понимать что-то, выворачивать,
как бы в принципе мы это делаем. Но надо понять, что вы не поймете что-то, это не будет что-то отдельное. Я – это я. Это очень просто. Я – это просто я. Все, что бы вы не видели как отдельное, это будет не я. Я – это просто я. Но чтобы это стало как бы таким, чтобы вы утвердились в этом, это нужно постоянно исследовать это чувство, постоянно задавать себе вопросы, исследовать, где я, где не я, смотреть в ум, обретать чистую природу ума, тишину ума, а в тишине ума ваше «я» — это просто «я», свободное, чистое пространство, даже не пространство, это даже не туда, просто свобода, просто вот «я», даже просто «я», без мысли «я», без слова «я». Потому что слово «я» — это первое. Во сне вы об этом не говорите, у вас нет проблемы. Я, не я, там, я какой-то. Некому сказать. Разговор появляется в бодрствовании. А у этого «я» есть предназначение? Что он тут делает со мной, в моем осознании? Оно я мне вещественное, оно даже не действует. Вот вы когда начнете изучать это чувство, вы поймете, что это то, что пронизывает, в принципе, я вам это уже сказала, что это то, что пронизывает все состояния. И вот оно пронизывающее, оно некачественное. Вот мы сейчас пытались поисследовать, да, есть разные сны, разные состояния, тело, не тело, сон такой, не такой, есть сон, нет сна. Но я, что это? Это чувство присутствия, то, что присутствует во всех состояниях, неразрывное. Ведь сколько дифференциаций. Есть какой-то человек, который заснул, тело там, да, потом картинки сновидений, потом что-то еще, то есть такие дробления, дифференциации. А я – это то, что вот все это вот соединяет. И вот оно никакое, у него нет ничего, у него нет ни разговора о предназначении, ни о его отсутствии. Все разговоры о предназначениях – это вот мы говорим про человека, это мы говорим про идею «я». Идея «я» – это как я, как какой-то, это я решила стать человеком. Я решила стать человеком, формой, и вот у него какая-то своя игра. Вот здесь мы там говорим про всякие предназначения. А какая это игра? Для чего? Для чего я пришла в тело человека? Она сама создается. А как люди ищут смысл жизни, своей для чего-то? Вот спросите себя. Для чего? Вот спросите, для чего вы ищете? Это же надо про себя, это не про каких-то людей. Это всегда я. И вот задаете себе вопрос, какой смысл жизни я ищу? Куда я иду? Предназначений, как говорят много, да, сейчас. То, что у души, у личности есть предназначение какое-то, которое надо обязательно воплотить в этом воплощении. Я вам скажу так, если это предназначено, оно не может не случиться, потому что оно предназначено. Сам факт того, что оно предназначено, говорит о том, что оно обязательно случится. И ваше предназначение, это в буквальном смысле, если мы говорим про человека, про форму, это то, что происходит каждый момент вашей жизни. Это ваша склонность к чему-то. Вот у кого-то тенденции ума, склонности. Это и есть предназначение. Они вас все равно утянут, куда нужно утянуть. Как вы их создали. У кого-то там одно, у кого-то другое. Или вы о каком-то особом предназначении. О чем? В чем конкретно? Да нет, о простом. О простом. О самом простом, о том, чтобы реализация вот этой личности души, да, как говорят многие там сейчас психологи, она должна и где-то реализовываться, чтобы это состояние человека было внутреннее, самоудовлетворительное, да, его психологическое состояние. Здесь очень просто. Просто задайте себе вопрос, что бы вы делали, не оглядываясь на правила, там, заработаю денег, не заработаю, просто бесплатно. Вот что бы вы делали? И вы очень быстро найдете ответ, если вы в этом ключе хотите. Без денег в социуме тяжело жить. Все, вот здесь пошли блуждания ума. А ведь так именно и находится. То, что вы больше всего хотите делать без оглядки на что-то. Потому что это уже будет искусственно, это уже ум начинает придумывать, обрисовывать. Ага, заработать, не заработать. Но именно так это и находится, то, о чем вы говорите. То, что вы бы делали, несмотря ни на что. Вот прям знаю, вот у меня
сестра в детстве, она с детства знала, что она будет стоматологом. Маленькая, бегала, играла в эти зубы лечила. Она сейчас свою клинику открыла. С детства знал Ну, человек. когда с детства знаешь, это вообще замечательно. Вы тоже А знаете, если просто у вас оно наслоено представлениями, что надо заработать денег, потому что надо жить в социуме, хочу того, 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 и вы уже это двигаете. Возможно, это какое-то такое что-то, что вам кажется неприбыльно, и вы пытаетесь как бы ограничиваете себя, вы пытаетесь найти свое предназначение в идее, чтобы заработать, чтобы т-т-т. Но если мы говорим предназначение, это реально, что вам хочется, и вам здесь, у вас здесь нет вот, вопросов. да. Так вот, отметите все ненужные вопросы. А как понять, что это хочется? Потому что А это либо хочется, либо не хочется. хочется всего понемножку по чуть-чуть, но как-то так, что прям хочется, такого нет. Тогда пробуйте по чуть-чуть. Может быть, это и есть ваше предназначение. Там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть. Понимаете, предназначение, а что вы опять же себе представили под этим словом? У кого-то предназначение, допустим, я не знаю, семью большую создать. Это уже предназначение. Там 10 детей, Да. кто-то еще. То есть у каждого свое. Кто-то в этом, да, вот у него все, вот оно мое, и прям вот личность там проявляется. То есть это же не что-то, или у вас какое-то там особое? Да Ну, нет, не особо. идея. Вообще для того, именно то, чтобы вот оно было именно нравится. Но оно либо есть, либо нет. То есть как это придумать? Вот если его нет, тогда как, чтобы оно было? А зачем, если его нет? Если нет чего-то, что вам прям хочется, Или его ну, даже не стоит его искать, чтобы было? а почему у вас по этому поводу проблема, если этого нет? У меня просто возникла такая мысль. Ну, это У меня не просто мысль. проблема, у меня просто мысль, да. Это просто мысль. Таких мыслей очень много. А вы решили ей внимание придать, значение. И ну, думаю, что Да, мне что-то вот заинтересовала она очень сильно. все, что говорят, говорят очень много. Говорят очень много, информации много. Вы всегда опираетесь на себя. Вам это нужно или нет? То есть вы где-то прочитали, услышали, и якобы так должно быть, а у меня нету, блин, что-то не то там. Может, со мной что-то не так, может быть так. Просто на себя опирайтесь. Если еще чуть-чуть, девочки, минут 15-20 и закончим. Про вопрос предназначения, Ира. Я вам просто скажу, что единственное предназначение – это просто быть единым. Больше никаких предназначений нет. Осознать, кто такой я, больше ничего не нужно. И все остальное будет естественным образом складываться. Все, что бы вы не прочитали, не услышали про какие-то предназначения души, это все требует самоисследования. Что такое душа? Что такое предназначение? Душа – это, по сути, набор впечатлений. Набор впечатлений, которые вы тащите за собой из жизни в жизнь, которые вы сейчас дополняете. И это тенденции ума, это одно и то же. И вот куда они вас тянут, то, по сути, является предназначением. Потянули они вас в одну область, в этот момент это так. Завтра в другую, в этот момент это так. Можно, да, здесь поиграть. Здесь очень просто. То, куда вас тянет, то это и есть. Не тянет, значит нет. Всегда куда-то тянет, потому что не может такого быть. Ум – это творческая энергия. Она все время найдет какую-то форму, но она не может стоять на месте. Всегда куда-нибудь она вас выведет. Даже если вы возьмете и вот, ну все, бросите в своей жизни, работу бросите, все, вы прям сядете в лесу, будете сидеть. Все равно творческая энергия найдет применение, что-то будет проявляться, что-то вас, куда-то вас потянет, захотите что-то делать. Вот. Не, ну есть еще осознание, да, разума, которое тормозит делать такие поступки, которые куда тянет. Да, есть там обязательства перед семьей, перед родителями, перед, ну, у кого что, да, у каждого свои обязательства, потому что мы живем в обществе, мы не живем один на необитаемом острове. Поэтому, чтобы никуда-то не тянулось, все равно есть какой-то маленький поводочек где-то, Так вот, который мы вот останавливает. как раз и разбираемся. По сути, все разговоры как раз к этому и ведут, чтобы человек осознал свою естественную природу.
Тогда вне... он должен жить один на необитаемом острове, Почему? чтобы ощутить себя. Ну, потому что так, есть обязательства перед Вы семьей, хотите... перед Нет, детьми, перед родителями. вы хотите себя почувствовать опять каким-то. Мы только что с вами разговаривали про самоисследование, что я пронизывает все состояния. И то я, которое пронизывает все состояния, оно не относится к форме. А вы себя помещаете сейчас в какую-то форму, на какой-то необитаемый остров, то есть какое-то представление. Но перед тем, как это представление появилось, я была я. Во время этого представления я была я. И когда вы окажетесь на необитаемом острове, я все равно будет я. Мы говорим про другое я. Вы говорите про форму я, про то, быть каким-то. Вот про это я вы говорите. Мы говорим про другое. Мы говорим про осознание своей сути, естественной, которая вне вот этих наслоений. Когда вы ее в полной мере осознаете, все остальное у вас естественным образом складывается. И там личностные вещи какие-то, предназначения, там, про которые вы слышали, и так далее. И так А далее. если они уже сложены, какие-то уже вещи, они уже сложены, они уже есть, да? Как ощутить это большое я свое, Вот которое глобальное я? таким образом задавать себе вопрос, держать фокус внимания на этом, и оно само себя раскроет постепенно. Просто исследовать. Смотреть в себя, исследовать свой ум, отметать все ненужное. Все, что бы вы не придумали о себе, будет не то. Что ненужное? Как понять, что это ненужное? Ненужное – это все. Потому что Отметать надо все. все, что бы вы не придумали, это будет из я. Я всегда будет стоять позади. Снова мысль о себе каком-то – это снова из я. Это снова я сужается в мысль. Снова опять какая-то мысль, снова я сужается в мысль. Я все время позади. Вот этот я, который все время смотрит на мысль, который смотрит на идею. Вот он кто он такой, вот этот я, который вы. Это же не какой-то я отдельный от вас. Это я, это я. Это не где-то там в углу я, которое вы чем-то можете увидеть или потрогать. Это факт вашего существования, который непрерывный. А на фоне него различные явления. Я на необитаемом острове, но там я, оно я. Оно ваше я, что в детстве было я, что оно сейчас я, оно одно и то же ведь. Если вы помните себя, ощущение себя в детстве, что у меня со связью, то оно, что сейчас я, что в детстве, это я одно и то же. От того, что поменялась картинка, на которую я смотрит в виде тела, от я ничего не прибавилось, не убавилось. Картинка меняется, но я остается. И вот оно, что это? Но оно же за это время все-таки набралось какого-то еще лишнего сознания в голове, опыта, как хотите называйте, его же много. То, что я была в детстве, вот такое вот, да, вот с большими глазами, хлопающие по сторонам и смотрящие с удивлением, и уже взрослая я, да, которая уже смотрит уже с другой стороны и воспринимает это все тоже по-другому я. Это Я вы еще говорите... наложились эти слои, как вы говорите, Вот, они эти слои уже там капуста большого размера, эти слои. И вот их надо снимать. Вот это и есть самоисследование. Вы отметаете все, что вы наслоили на «я». На «я» вы наслоили большие глаза, я там с большими глазами. На «я» вы наслоили взрослого с его, там, не знаю, что там, какие-то, слова все повыскакивали, нужностями, что нужно сделать, что не нужно, обязанности. Вот это все наслоение на «я». Вот вы их отметаете. И вот «я» – это кто? Просто представьте себя, даже просто вы представляете, никого нет, и есть только я. Вот кто он такой, этот я? Поисследуйте. Кто должен это ответить? И тоже как вы это сразу, спрашиваете? точно, и сразу у него, а кто отвечает? Правильно. А кто отвечает, кто говорящий? Он раз Ответ опять. должен прийти от этого самого я?
Осознание, что это я? Таким образом, да, вы отметаете ненужное, остается только нужное. И до самого предела. Последний, когда выскочит последняя мысль, я это я, и в нее, а это кто вообще ответил? И все. И все некому сказать. И я это я некому сказать, потому что на все это смотрит я, а оно вне всего. Разговор есть, я есть. Разговора нет, я есть. Ощущение есть, я все равно есть. Ощущения нет, я есть. Чувство есть, я есть. Чувства нет, я все равно есть. Вот это я. Что это? Кто все время о нем пытается говорить? Почему все время о нем нужен разговор и кому? Сегодня я там расширенное состояние испытал, завтра я испытал еще какое-нибудь состояние. Но по факту я. Из него, в нем проявляется все вот это. Вы на самом деле... Значит, я что-то все-таки испытывает? Я испытывает что-то? Но это надо исследовать. Можно сказать, что я испытывает все, и с другой стороны, я испытывает, ничего не испытывает. Либо то. Но просто кому все время нужно об этом сказать? Либо я испытывает, либо не испытывает, как хотите. Когда вы докопаетесь, вам будет без разницы, что сказать. Испытывает, не испытывает. Я не то не говорит. Не испытываю, я не испытываю, я это просто я. Это факт свидетельствования. Вы должны свое тело... А как же чувства, эмоции? А что с ними не так? Ну, если мне будет все равно, тогда не пропадают эти чувства, эмоции? Вот посмотрите. Это надо исследовать. Потому что если я буду говорить, я буду вгонять вас в определенные рамки. По-разному. Какие-то вещи, да, будут исчезать, потому что вы начнете видеть иллюзию, которую вы о себе, которую на «я» накладываете. Вы начнете видеть, как вы придумываете к «я» какие-то лишние элементы, как «я» обрастает идеей, формой. И когда вы чистая в чистом, когда некому сказать, что «я» — это «я», то, что на него наслаивается, оно автоматически растворяться начинает. Все-таки для меня не совсем понятно, как начать снимать первый слой. Вот начните, я Ира, и кто это такая? Что это за фрукт такой, Ира? Она где вообще существует? Кто это? Вот вам же сказали, кто вы и как себя надо вести. Вам это очень хорошо в детстве все рассказывали. Вы даже заучивали. В детстве, да, Да, вы же ходили, просягивали. Имя родители, придумали родители имя. Да. Все как бы это все произошло дальше с паспортными документами, кто я, где вот я. еще и записали, чтобы не забыл. Да, документы еще сделали. Дай бог забудешь. Точно. Вдруг память исчезнет. А самое прикольное, памяти нет о себе. Есть такие состояния, где вы нету памяти о себе. Есть такие состояния. Вы можете когда-нибудь до них докопаться. Когда нету памяти о себе, как ни о ком, даже как о теле, вообще ничего. Просто чистота. Ничего. Я, оно там есть. Но оно не говорит ничего, что я так есть, то есть вообще ничего нет. Но когда происходит возврат, состояние бодрствования, если вам удастся этот опыт ухватить и сравнить, вот тогда из бодрствующего вы можете туда заглянув, сказать, там не было обо мне памяти, как о я каком-то, но я был. Вот он кто. А тут надо, да, бумажки, чтобы ты не забыл, там, Ира, ты все написали. И вот Ира ходит, предназначение ищет. Еще что-то. Он кто? Это надо же опять на него навесить какое-то название, да? Вот, так не надо. Классификатор определенного общества, которое мы понимаем, что это слово означает вот это слово вот это. Вот это... Искать в себе, кто я, это нужно все равно определение подыскивать из того, что имеешь, да? Это беда. Вот мы этим все время занимаемся, да, вот этими составлением энциклопедии. Это то. На «я» наклеили всего. Но «я» от этого ни горячо, ни холодно. Оно смотрит и на эту мысль. И эту мысль осознает «я».
Эта мысль осознается я. Это тело, вы даже на тело смотрите как бы со стороны, вы его как бы рассматриваете. Я смотрит на тело. Точно так же, как вы смотрите на другие тела. Также и на это свое, которым вы себя считаете, смотрит я. Не глазами. Потому что Ну, глаза понятно, закрыты. глаза-то это тело. Глаза Да. это тело. Потому что все позакрывал, а я чувство все равно осталось. Оно не куда-то там уплыло, оно есть. Но оно и тело не видит. Оно может видеть тело Ну, и закрытыми глазами, то есть память, она работает, и вы можете, допустим, сидя в медитации глубокой, отпечаток памяти остается, что я тело, и тело где-то сидит, и вы можете прям очень ярко с закрытыми глазами видеть еще раз картинку в картинке. Вы с открытыми глазами ее вот сейчас видите какую-то, можете закрыть глаза и еще раз ее видеть очень ярко. И что вы не отличите. Настолько ярко вы можете сделать, что точно так же, как в состоянии бодрствования. Так где правда? Где этот я? Кто он? надо пробовать Да, надо медитировать. пробовать. Вот это точно. Надо пробовать. Если такая уже пошла интенция, то все, она же свою работу сделает. Если пошел интерес, если есть направление туда, оно вас приведет куда нужно. Вот.